Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе «Оперативно-следственные мероприятия» продолжаются. Преступники признались в содеянном по материалам МВД Абхазии. О мерах по обеспечению общественного порядка Общественная палата Абхазии представит свои предложения. Оползень толкает дом в пропасть. Последствия дождей дают о себе знать. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия в отношении ранее задержанных братьев Джинджоля, подозреваемых в убийстве и разбойном нападении. Они дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, в результате слаженных совместных оперативно-розыскных мероприятий оперативных подразделений СГБ и МВД Республики Абхазия в кратчайшие сроки были установлены лица, совершившие разбойное нападение на семью Кабановых и Чижиковых и убийство Кабанова Андрея, имевшего место 11 июля 2017 года в селе Приморское Гудаутского района. По подозрению в совершении данного преступления ранее задержан Джинджоля Адгур Васильевич, 88 года рождения, и 16 июля 2017 года задержан второй подозреваемый Джинджоля Даур Васильевич, 87 года рождения, жители села Абгарху Гудаутского района, являющиеся родными братьями. В ночь с 16 на 17 июля задержанный Джинджоля Даур, сотрудничая со следствием, дал признательные показания, в результате которых установлено местонахождение и изъято автоматическое оружие, а позже и другие вещественные доказательства, имеющие значение по делу. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками Министерства внутренних дел Республики Абхазия в отношении ранее задержанного Адгура Джинджоля, также подозреваемого по данному уголовному делу, последний признался в совершенном преступлении. Днем 17 июля в ходе проведенных следственных действий Адгур Джинджоля выдал орудие преступления – нож, а также ювелирные изделия и 2 фотоаппарата, которые находились в лесном массиве недалеко от места жительства подозреваемого в селе Абгарху Гудаутского района. Как ранее сообщалось, преступление имело место 11 июля примерно в 12:20 на берегу моря устья реки Аабста в Гудаутском районе, когда двое неустановленных на тот момент лиц в масках, вооруженные огнестрельным оружием и ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих из города Москвы. В результате разбойного нападения в ходе потасовки с преступниками пострадал мужчина 1984 года рождения Андрей Кабанов, который, будучи доставленным в Гудаутскую больницу от полученных ранений, скончался. Остальные граждане, а это супруга погибшего, семейная пара Чижиковых и 4 несовершеннолетних детей, не пострадали. В настоящее время туристы доставлены домой. Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному прокуратурой Гудаутского района по факту убийства, похищения и разбойного нападения по отношению к российским туристам, продолжаются. Расследование уголовного дела взято под личный контроль президента Рауля Хаджимова. Координирует ходы расследования созданный оперативный штаб в составе руководителей Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности под председательством генерального прокурора Республики Абхазия. Необходимые меры по обеспечению правопорядка в стране обсуждались сегодня на заседании Общественной палаты Республики Абхазия. Уровень и качество работы правоохранительной системы и его важнейшей структуры МВД не отвечают современным требованиям и требуют глубокого реформирования всех структур, отмечалось на заседании. А между тем, от качественной работы органов внутренних дел зависит не только стабильность в обществе, но и развитие экономики и социальной сферы, туризма, авторитет и общий имидж страны. Таким образом, реформа правоохранительной системы требует огромных усилий со стороны государства и общества в целом. Члены Общественной палаты предлагали, в частности, сделать работу МВД максимально открытой, чтобы общество могло осуществлять контроль за деятельностью правоохранительных органов, усилить институт участковых инспекторов, усовершенствовать кадровую работу органов правопорядка и другие предложения. Звучали более радикальные мнения. К примеру, член Общественной палаты Надежда Венедиктова предложила предъявить ультиматум руководству МВД. По ее словам, нужно потребовать от него эффективно бороться с преступностью. Если этого не будет, то нужно менять руководство. В итоге заседания члены Общественной палаты приняли документ с предложениями по реформированию правоохранительной системы Абхазии, который будет направлен президенту Абхазии. Такие мнения, что, предположим, это не дело Общественной палаты вот в таком профессиональном ракурсе говорить о реформе правоохранительной системы, и какой-то вот резон в этом возражении есть. Я считаю, что реформа это, конечно, необходима, но
сейчас самое важное, как мне кажется, для общества в том, что Общественная палата должна дать оценку происходящему. Понимаете, реформы – это очень длительное предприятие. А власть должна настоять на том, чтобы показателем работы была эффективность. Что если руководящий работник обеспечивает эффективность, он продолжает работать дальше. Если он не обеспечивает эффективность, он должен покинуть свое кресло и уступить место, так сказать, более профессиональному чиновнику. Вот этот момент у нас работает очень плохо. И эта вот безответственность спускается по цепочке, и в результате мы имеем то, что имеем. В итоге, значит, мы не сделали никакой оценки, поскольку часть палаты возражала против этого. Вот. И такое компромиссное решение было принято, что комиссия доработает эти рекомендации и предложит их вниманию палаты и, так сказать, всего общества. То есть лично у меня вот сегодня от заседания Общественной палаты осталось чувство неудовлетворенности. Вот, потому что я считаю, что общество взбудоражено, люди встречают на улицах, говорят, что они встревожены, они не ощущают свою безопасность, своих членов семьи и так далее. И власть должна учитывать эти настроения общества и реагировать более быстро и более адекватно, а не какими-то там обещаниями и, так сказать, реформами, которые будут происходить. Они, безусловно, нужны. Никакого, так сказать, отрицания этого нет. Но должна быть непосредственная реакция, должна быть сменяемость высшего руководства, для того, чтобы они знали, что общество их контролирует и требует от них эффективной работы. Вот без этой эффективной работы на всех уровнях мы никуда не двинемся и не построим государство, которое обеспечивает безопасность каждого из нас. Сегодня коллективом Госкомитета по репатриации и Управления капитального строительства республики были представлены новые руководители Беслан-Бара и Игорь Миквабия. Репортаж Ирины Аршба. Премьер-министр Беслан Барцыц, представляя коллективу Госкомитета по репатриации нового руководителя, отметил большой опыт Беслан-Бар на руководящих должностях. В разные годы он возглавлял Министерство образования Абхазии, администрацию Гудаутского района. В последние годы руководил отделом образования администрации Гагарского района. Беслан Барцыц выразил уверенность, что и в новой должности Беслан-Бар вместе с дружным коллективом сможет продолжить работу по решению важных вопросов, стоящих перед Госкомитетом по репатриации. Премьер-министр также поблагодарил бывшего руководителя за проделанную работу и подчеркнул, что на новой должности опыт и знания Вадима Харазия будут способствовать активному сотрудничеству МИД страны и Госкомитета по репатриации для решения общих задач. Основная работа наша, направленная на возвращение наших репатриантов, она проходит в Турции и в близлежащих государствах. И здесь опыт и знания Вадима Николаевича не очень пригодятся, потому что и МИД, и Комитет по репатриации будут во взаимодействии работать на то, чтобы те задачи, которые стоят перед комитетом, они бы реализовывались. Поэтому уверен в том, что и новый руководитель, который имеет большой опыт работы и знает подходы к этой работе, он справится с поставленными задачами. И нужно наращивать наши возможности для того, чтобы быстрее проходила адаптация, социальная поддержка и тот необходимый пакет, что мы должны предложить нашим братьям, возвращающимся на историческую родину. Председатель Госкомитета по репатриации Беслан-Бар поблагодарил руководство страны за оказанное доверие. Судьба разбросала наших соотечественников по всему миру. И самое главное для нас задача – вернуть всех представителей абхазского народа на историческую родину, подчеркнул он. Сегодня же вице-премьер Беслан Эшба представил коллективу Управления капитального строительства Абхазии нового руководителя Игоря Миквабия. Беслан Эшба подчеркнул, что на организации лежит большая ответственность, так как УКС является основной структурой, которая работает по линии инвестпрограммы. На этой организации высокая ответственность, которую надо подтверждать каждый день своим умением и профессионализмом. Требования очень высокие к исполнению инвестиционной программы, что по срокам, что по качеству. И весь контроль, и весь финансовый поток проходит через Управление капитального строительства. Руководство страны в лице Игоря Владимировича видит надежду, что дальше работа будет усиливаться. Вице-премьер поблагодарил бывшего руководителя УКС Беслана Агарба за проделанную работу и отметил, что его опыт и знания обязательно будут востребованы, и ему в ближайшее время будет предоставлена возможность и дальше трудиться на благо страны. Новый руководитель УКС Игорь Миквабия поблагодарил правительство республики за оказанное доверие и отметил, что при поддержке коллектива поставленные руководством Абхазии задачи, а именно качество, сроки и высокая ответственность, будут выполнены. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.
Нередко природные явления становятся причинами различных бедствий. Так, семья Куджба из села Яштхо вот уже 3-й год борется с последствиями сильных дождей, после которых их дом буквально сносит в пропасть. Дом трещит по швам, а земля уходит из-под ног. Именно такие печальные в данном случае эпитеты как нельзя лучше подходят для описания дома, в котором живет большая семья Куджба. Всему виной сильные дожди, точнее их последствия. Оползень буквально толкает дом в пропасть. Гараж провалился 2 метра. Сарай накренился так, что представляет собой угрозу, ведь он может рухнуть в любой момент. У ветерана Отечественной войны народа Абхазии, инвалида 2-й группы, репатрианта Риваза Куджба растет 4 сына. Многодетная семья живет в доме на улице Кабардинская, 35 в селе Яштхо Сухумского района уже более 25 лет. Но последние 3 года проживания в этой живописной местности для семьи стало невыносимым и даже опасным. Ну, сами видите, вот все, сзади дома, фундамент уже открылся, видно с той стороны, я вам покажу, потом и сзади дома, и в гараж ушел с дома вместе. И двор, она здесь идеально ровно была, сами видите, вот все, и стена вот. Она наклон имела туда, специально так сделано было, сейчас уже легло сюда. Соседский дом раскололся пополам. К счастью, в этот момент в нем никого не оказалось. Соседи практически все давно съехали. Оползень не пощадил ни один дом в округе. Во время сильных дождей двор семьи Куджба заливает так, что приходится шлангами выкачивать воду. До сих пор они справлялись с бедой самостоятельно, но сил уже не хватает. За помощью они обратились к депутату Народного собрания Левону Галустяну. О проблеме проинформирован парламент, было соответствующее заявление на имя спикера Народного собрания. И, собственно говоря, наш сегодняшний приезд – это вот такая, что называется, ответная реакция на то заявление, которое поступило. Письма разосланы компетентным органам. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время сюда приедет комиссия, которая детально изучит ситуацию и примут соответствующие меры. Мы сегодня не можем рекомендовать, что делать. На это есть компетентные органы, которые должны провести экспертизу. Сомнений в том, что ситуация критическая, нет. Остается лишь надеяться, что городские власти как можно скорее примут необходимые меры по укреплению дома или, возможно, даже переселению семьи Куджба. Во всех вузах страны начинается пора вступительных экзаменов. Какие специальности востребованы и какое количество абитуриентов поступают в этом году, узнавали наши корреспонденты. В Абхазском государственном университете завершился прием документов от абитуриентов, но количество поданных заявлений за 2017 год неутешительное. Только 598 абитуриентов желают получить образование в главном вузе страны. Между тем, по данным статистики, в предыдущие годы количество абитуриентов было в разы больше. В предыдущие годы у нас есть вся статистика. Количество заявлений было значительно выше. Ну вот, скажем, если сравнить с 5-летней давности, было 827 заявлений. В 2013 году 806 заявлений, в 2014 году 788. То есть мы видим здесь такую устойчивую тенденцию или динамику к сокращению подачи документов в наш университет. Абхазский государственный университет готовит специалистов по более чем 42 специальностям и направлениям. В этом году на специальность химия не было подано ни одного заявления. На физику только 2 заявки. Абхазский язык во внеабхазских школах всего 3 заявления. А на других специальностях, как биология, география, математика, тоже минимальное количество заявок, не более 10. Такое положение дел в АГУ связывают с рядом объективных причин. Первое, что это общая демографическая обстановка в стране. К сожалению, выпуски в школах за последние годы, они держатся где-то на таком стабильном уровне, где-то в пределах 2000 человек. Эта цифра никак не увеличивается. А вторая и очень серьезная причина – это то, что сегодня значительное количество наших ребят, выпускников школ, уезжают в вузы Российской Федерации. Причем по самым разным, скажем, линиям. Да? Известно, что Россия предоставляет места, квоты так называемые, то, что в народе называют лимитами, в вузы Российской Федерации. И значительная часть выпускников наших школ уезжает в вузы по этой линии. Конечно, не хватает нам, мы не готовим врачей,
лечащих врачей, мы не готовим инженеров по ряду специальностей. И на наш взгляд, государственная политика в области подготовки кадров, она должна идти именно по этой линии. То есть готовить в вузах России, причем не просто в вузах России, а в лучших вузах России специалистов, врачей, инженеров определенного профиля. Это, я считаю, что очень важно. Между тем, в стране есть и другие учебные заведения, куда идут бывшие выпускники, чтобы получить специальность. В Абхазском многоотраслевом колледже студентов обучают по различным специальностям – повар, повар-кондитер, бухгалтер, технолог, товаровед. В этом колледже официально прием заявлений от абитуриентов начнется в середине августа, но есть те, кто уже подал документы. На повар европейская абхазская кухня, повар-кондитер, на бухучет уже документы принимаем. Уже человек 18-19 заявления подано. Но у нас в основном с августа месяца начинается, все идут в этот период с августа месяца. Эти факультеты, 3-4 факультета всегда заполнены до 30 человек. В Сухумском государственном колледже еще идет прием документов от абитуриентов. По словам директора колледжа Светланы Габля, проблем с недобором абитуриентов нет. В данное время мы не можем особо похвастаться, у нас 22 человека, но в такое время всегда так бывает. После 20 июля уже больше наплыв, больше заявлений будут, мы это уже по своей практике знаем. И тем более в этом году экзамены мы делаем не с 1 августа, с 4, как раньше, а сейчас будут экзамены у нас с 15 по 20 августа. Как говорят специалисты, сокращение числа абитуриентов в местных образовательных учреждениях может привести к тому, что в будущем у нас может не быть квалифицированных специалистов широкого профиля. Алика Трапш, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений от лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Верховного суда «Одна единица». Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в помещении Министерства юстиции с 19 июля по 2 августа включительно. Сменился руководитель миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии. Бывшего главу миссии МККК Мауро Морабиту сменила на этом посту Хелен Старе. В эти дни она знакомится с представителями общественных организаций нашей страны. Сегодня прошла встреча с матерями Абхазии. На чем шла речь на встрече, расскажет Алика Трапш. Новой главой миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии стала Хелен Старе. Она родилась в Латвии. Буквально вчера она приехала в нашу страну. В гуманитарной сфере Хелен работает около 20 лет. Абхазия уже 10-я по счету страна, где Хелен будет работать 4-й раз в составе миссии Международного комитета Красного Креста. В ходе встречи с председателем движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба Хелен Старе заявила, что работа по идентификации останков воинов, пропавших без вести в ходе Отечественной войны народа Абхазии, будет продолжена. Я рада, что вы меня сегодня тут пригласили. Я очень хорошо знаю программу, на которой мы тут вместе работаем. И, как я уже сказала, в моих интересах, в интересах Красного Креста, в ваших интересах эта работа будет продолжаться. Профессионально, сотрудничая с вами, сотрудничая со всеми теми, которые тоже хотят узнать судьбу тех, которые пропали без вести. Совместная работа Международного комитета Красного Креста и движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» по идентификации останков пропавших без вести была начата в 2013 году. За этот период личность 40 погибших воинов была установлена. Гули Кичба выразила благодарность Международному комитету Красного Креста от имени организации и всех семей, которым помогли установить личность их погибших родственников. Благодарны бесконечно Международному Красному Кресту. Это очень трогает, знаете, когда видишь вот такое вот отношение, прежде всего к своему делу, потому что это чисто человеческий фактор, то, конечно же, ты тоже загораешься, ты тоже чувствуешь, что все то, что мы делаем, это не напрасно. В ходе встречи предыдущий глава миссии Международного комитета Красного Креста Мауро Морабита выразил надежду, что Хелен Старе справится со своей новой работой, так как в Абхазии народ дружелюбный и с ними легко работать. 2 года я здесь был, в Абхазии. Я раньше тоже работал и по этой
тематике. И я вам сказал, что мне здесь в Абхазии было совершенно очень интересно и даже легче, чем в других странах, потому что в других странах семьи могут быть даже более подавленные, могут быть и другие проблемы. Мы об этом немного другом обсудили уже в прошлом. Здесь, правда, обстоятельства были самые хорошие, чтобы работать вместе, чтобы добывать результаты. Прощаясь с гостями, председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичеба вручила им памятные подарки. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. Завтра в Абхазии ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью 22-26, днем 30-33 градуса. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.